А вот другой случай и также в центре «Мигрант». Москвичке Алене Куратовой пришла смс-ка. На банковскую карту пришел перевод 10 рублей и сообщение: «Я нашел ваши кошельки, звоните». И номер телефона. Перезванивать Алена не стала, подумала мошенники. Но вскоре пришла еще одна смс, снова перевод 10 рублей на другую ее банковскую карту и тот же текст. Оказалось, что девушка потеряла сумочку и поначалу этого не заметила. Сумку на улице нашел парень-мигрант Забихуло Шафизада. Телефона владельца он не знал, связаться с ним придумал через банковские карты. Просто отправлял на них символический перевод и номер своего телефона, в надежде, что у человека подключена услуга СМС-банкинга. Теперь же ему сотни людей в благодарность присылают деньги, кто по 10, кто по 100 или по 500 рублей. Но их парень решил себе не оставлять. Работа Алены Куратовой в благотворительном фонде подтолкнула его к мысли перечислять все полученные средства на счет фонда. Благотворительная организация занимается так называемыми детьми-бабочками. Это малыши, которые страдают редким генетическим заболеванием – булезным эпидермолизом, при котором кожа истончается до такой степени, что даже легкое прикосновение приносит ребенку невыносимую боль. Молодой человек уже перевел собранные почти 8 тысяч рублей на лечение двухлетнего мальчика, от которого ранее отказались родители. Я сколько искал в кошельке, не было никакой контакта, но было очень много банковских карт. Потом я решил на банковской карте, на первом сначала небольшую сумму скидывал, а никакой ответа не было у меня. А через несколько минут я на втором карте получил деньги, и через какое-то время звонила девушка меня. Она рассказывала, чтобы я потерял кошельки, владелец кошельки. Ты нашел эти кошельки, хотел, ты скажи свой адрес, я подъеду в любом адресе. Она была готова, подъехала. Потом я им сказал, чтобы не надо не приезжать никуда, ты скажи свой адрес, я сам подъеду. Потом она адрес дала, я подъехал, отдал кошелька. Она мне сказала, чтобы она подумала, чтобы когда в первый смс поступил, какой-то жулик обманывает или что такое. Потом отдали кошельки, отблагодарили.